В Авдеевке открылись все школы. Электроснабжение города восстановлено. На выходных массированные обстрелы окрестностей Авдеевки со стороны боевиков возобновились. Подробнее об этом расскажет Роман Спиридонов. Этот мужчина с внучкой пришел на стадион, где развернуты армейские палатки. Здесь можно согреться и попить горячего чаю. Несмотря на опасность, уезжать из города не хочет. Не хотите уезжать? Нет. Бронежилеты не носим. И наши внуки, мы здесь все рядом. Надо ехать. Не знаю, куда ехать и что-то будет. Скоро будет лучше. Мы надеемся. Будет все хорошо. Все будет хорошо. Его внучка Маргарита сегодня пошла на уроки в 3 класс. Все школы в городе заработали. Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение города. А в 7-й школе запаслись дровами. На сегодняшний день только в нашей школе 270 учеников пришли. Возобновился учебный процесс. Мы учим всех детей, которые пришли, потому что некоторые просто побоялись прийти, остались дома, кто-то выехал. В городе, как и раньше, работают пункты гуманитарной помощи. Ее везут со всей страны. В частный сектор администрация завозит продукты. Около 100 наборов. У нас есть люди, вода, сюда уходит вода, самое необходимое, хлеб и наборы из продуктов самой первой необходимости. Там, где нет центрального отопления, спасаются дровами. Привезли дрова. Это низкий поклон. Люди замерзают. В прямом смысле слова замерзают. Отопление поразмерзалось. Даже могу начистить адреса. Отопление поразмерзалось, потому что почему? Газ перебили, а сейчас же все козырные. Печки поубирали. И пипец. За время обстрелов в городе повредило 179 зданий. Большинство в частном секторе. Среди горожан есть погибшие. А что бы ты хотел? Я бы хотел, чтобы включили свет, и все было хорошо, и война прекратилась. Роман Спиридонов, Анна Домбровская, Авдеевка, Заман АТР.